Объявленная в Украине децентрализация Закарпатья не коснулась, заявляют местные депутаты. Столица не спешит делиться ни полномочиями, ни деньгами. Все деньги идут в Киев, а потом из Киева распределяются. Тому больше, тому меньше. Те поддерживали правительство, те не поддерживали. Эти проголосовали, а те не проголосовали. При таком подходе трудно строить сильную страну. Вот и поддержало большинство депутатов обращение к центральной власти. Отдайте регионам то, что обещали. За это проголосовали и бывшие регионалы, и представители партии нынешнего президента. Местные депутаты хотят сами распоряжаться землей, лесами и недрами, а еще оставлять в Закарпатье больше собранных налогов. Область в конце второго десятка по количеству жителей, 1,25 миллиона человек. Но регион приграничный, соседствует с 4 странами Евросоюза, а это таможни, грузоперевозки и туризм. Но денег в местном бюджете от этого больше не становится. На сегодняшний день Центр администрирования больших налогоплательщиков перенесли во Львов из Закарпатья. Вот скажите мне, пожалуйста, новый налогоплательщик, который хочет развиваться, крупный инвестор, он где разместит свое предприятие, скорее всего? Во Львовской области или в Закарпатской? Это разве не дискриминация и понижение инвестиционной привлекательности Закарпатья? В общем, решили закарпатские депутаты, пошла децентрализация совсем не туда, куда ее сначала отправляли. Написали об этом в своем обращении, но зачем-то упомянули в тексте события 25-летней давности. Тогда на местном референдуме закарпатцы поддержали провозглашение области специальной самоуправляемой территорией в составе Украины. Именно этот аргумент часто используют официально обвиненные в проявлениях сепаратизма организации и люди. На наше резкое заявление отреагировала Служба безопасности Украины. Сразу, я знаю, начали задавать много вопросов тем депутатам, которые это все приняли. И депутаты начали отстраняться. Следователи Службы безопасности действительно проанализировали депутатский текст. Мы можем сказать с уверенностью, что в проекте текста обращения отсутствуют какие-либо признаки криминально-уголовного действия, связанного с посягательством на территориальную целостность. Сейчас проблема в отношениях с центром есть у всех регионов Украины, твердят эксперты, и советуют Киеву подготовиться к тому, что подобных закарпатскому заявлений станет больше. Я бы рассматривал это заявление как такое, которое требует решения социально-экономических проблем и одновременно как звонок. Страна должна меняться, должна реформироваться и должна очень четко прописывать полномочия центра и регионов. Если этого не будет, если будут только разговоры и никаких конкретных шагов, то это подтолкнет к тому, что это заявление и возможные такие заявления в других областях, они будут принимать форму регионального сепаратизма. Вот и советуют эксперты центральной власти срочно разработать одинаковый для всех регионов механизм распределения полномочий и средств. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина.